Депутат Госдумы Руслан Бальбек проводит очередной прием граждан в крымской столице. Самые актуальные вопросы – оформление земельного участка, улучшение жилищных условий, квартирный учет на льготных основаниях и электрификация домов на полянах протеста. Эти вопросы сопровождают практически каждый прием людей, так как, в принципе, в течение 30 лет очень много вопросов, касающихся имущественных, земельных вопросов, неурегулированных. Эти вопросы индивидуального характера приходится рассматривать и, естественно, принимать какие-то политико-правовые решения. Сегодня к депутату люди обратились не только за помощью, но и со словами благодарности за уже решенные вопросы. А вот ветеран Крымского линейного управления МВД России на транспорте, лауреат Госпремии Республики Мехман Мамедов, пользуясь случаем, подарил Руслану Бальбеку свою авторскую книгу. Позвольте мне вручить вам эту книгу, поблагодарить вас за оказанное содействие в создании этого очерка. Книга называется «Органом внутренних дел на транспорте Крыма 100 лет». В ней автор поместил десятки очерков. Один раздел посвятил диалогу с парламентарием. Тема беседы – преступность среди несовершеннолетних. Благодаря мнению депутата Государственной Думы Российской Федерации, я думаю, что мы создали совместный очерк. Это не я написал, мы совместно создали. Понравится дальнейшим читателям. Следующая встреча депутата прошла с членами Совета крымских татар при главе республики. Главные темы обсуждения – увеличение явки избирателей и реализация указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. Тот вопрос, который касается участия, в том числе и крымских татар, ставит в повестку, естественно, отслеживает реализацию. И благодаря активности наших общественных объединений мы, естественно, стараемся организовывать в том числе и такие площадки для диалога. По словам депутата, особое внимание следует уделить и предстоящей переписи населения 2020 года. В 2014 году результаты переписи были искажены из-за того, что люди неправильно указывали свою национальность. В этом году этих ошибок удастся избежать. Это, конечно же, вопрос важный для крымско-татарского народа, вопрос и самоидентификации, и правильного написания в графе национальной принадлежности, четко, без иносказаний, крымский татарин, без каких-либо там наречий, либо протестных форм самоидентификации. Также перепись 2020 года можно будет провести в интернете. То есть мы сможем переписаться не только с помощью переписного листа и с помощью опроса непосредственно переписчикам, но еще и с помощью интернета, который доступен очень большому количеству населения. С министром спорта Крыма, председателем Госкомнатса, олимпийским чемпионом Рустемом Казаковым и вице-президентом Крымской Федерации по курешу Руслан Бальбек обсудил развитие национальной борьбы. Как отметил парламентарий, сегодня куреш на полуострове снова в тренде, как и 80 лет назад. Крымские спортсмены показали высокий уровень не только на полуострове в ходе нелегких схваток на всекрымских чемпионатах, но и на международном уровне. Не так давно Марлен Сейтумеров и Азим Халилов привезли серебро с чемпионата мира по борьбе на поясах. Уверен, что поддержка спортсменов принесет свои плоды, и мы еще услышим о славных победах крымчан. Диана Бекмамбетова, Эльмас Аблакимова, Фатиме Сейдаметова, Наджия Исаева, Герай Абдулаев, Виталий Голубев, Аким Бекиров, телеканал Милет.